Россия находится в состоянии войны, она ведет агрессивную преступную войну против украинского государства, и для соответствующих структур Украины это объекты абсолютно легитимные цели для нанесения удара. Я это не буду сейчас как бы гадать, кто что, но я считаю, что это вполне возможно, что за этим, за этой диверсионной акцией стоят соответствующие структуры Украины, которые находятся в войне, вернее, навязанной Россией войне против совершают, противостоят российской агрессии. Смотрите, почему я и начинаю именно с этой темы, потому что если мы наблюдаем то, что происходит внутри Российской Федерации, закручивание гаек с Телеграмом, да, и как бы, собственно, даже в пабликах там Z-патриоты не понимают, что происходит, и говорят, что это выстрел в спину. Ну, то есть, кроме этого, Путин берет под свой личный контроль полностью интернет и будет единолично решать там и давать команды ФСБ, когда и что, как делать. То есть это все свидетельствует о том, что как бы однозначно еще больше закручивают гайки. Но Путин к чему-то готовится, Путин чего-то боится. Вот эти вот все меры на что направлены? Единственное, на что может реагировать так называемое российское общество, ну, если его так можно назвать, Мгм. гражданского общества в России нет, есть вот быдло населения, которое всецело поддерживает Путина в его агрессивной войне. И единственное, что может расстроить эту толпу и настроить против существующего преступного режима, это только военное поражение России в Украине. Только это. Никакие другие действия существующей преступной власти, там закрытие там, каналов, интернета, закручивание гаек, там, ничего не будет иметь эффект, чтобы вот эту толпу каким-то образом разозлить и противопоставить действующему преступному режиму. Только военное поражение. И, конечно же, Путин понимает, что никаких военных успехов Путин не достигает в войне против Украины. Что бы ни говорили, кто бы как ни говорил, да, у России пока еще есть потенциал продолжать войну вот в том виде, в котором она идет, да, неся колоссальные потери. На самом деле сегодня Украина с каждым днем укрепляется во всех отношениях. И внутренний мобилизационный ресурс, и внешняя поддержка внешнего мира. Это все усиливает только Россию, вернее, Украину. И поэтому в этой ситуации Путин, видимо, допускает, что война уже проиграна, и в какой-то момент ему нужно будет признать этот факт. Хотя все пропагандисты настроены уже, мы же наблюдаем за тем, что происходит с Соловьевым, с Кобеевой, что они уже ратуют победу, мы уже победили, мы уже достигли своих целей. Это намеки на то, что, возможно, какие-то изменения происходят, да, и возможно, что они пойдут на какие-то временные, может быть. Хотя я на самом деле не верю в это, что они пойдут на перемирие или на остановку войны, потому что Путин считает, что пока у него есть этот ресурс для того, чтобы продолжать хотя бы в том виде, и что он может себе это позволить. А если он будет идти на на какое-то перемирие, это только с одной целью, чтобы совершить диверсию уже внутри Украины, чтобы там начались какие-то процессы, которые могут разобщить украинское общество, вот этот единый монолит, который сегодня противостоит России. Только в этом случае он может остановить войну и изменить существующую ситуацию. Мгм. У меня несколько уточнений сразу же. Ахмед Халилович, вы говорите о том, что война проиграна уже Российской Федерации. Что на это указывает? На это указывает то, что 4 года, вот, да, буквально открыть, Мгм. ну, это не 4 года на самом деле, это уже 12-й год. 12-й год, вот изначально заявленные цели Луганск и Донецк, они полностью не контролируются. А в последующем задачи, которые были поставлены руководством
России перед агрессорами – это денацификация и демилитаризация. Имеет, наоборот, абсолютно обратный эффект. Все, что они задумали. Украина сегодня настолько милитаризована, что в тот момент, когда Путин начинал войну, не было вот сегодняшней военной помощи и поддержки, и на военного ресурса у Украины и на 10% того, что они сегодня имеют. Относительно денацификации, даже те жители, которые проживали в Украине, то есть с периода Советского Союза, даже колонисты, так называемые, того периода, они уже настроены против России. Часть из них настроена в любом случае против России. Те, которые поддерживали Путина в его войне до начала крупномасштабной агрессии, они уже раскололись. Большая часть из них занимает сегодня проукраинскую позицию, находясь там и являясь гражданами. И они понимают и видят перспективу. Если сегодня Украина отстоит свою независимость, свою свободу и национальный суверенитет, то у них исключительно большие возможности на будущее. Они будут жить в прекрасной стране, которая уважает весь мир. И если они станут частью российской культуры, российского мира, они будут изгоями во всем мире. Вот это понимание у этих похлебателей, если, может быть, это из-за каких-то прагматизма они делают это, или, может быть, действительно они не принимают, это уже как бы оставим на их совести, почему они изменили свое отношение к этому. Поэтому я считаю, что Путин уже проиграл, но он не может об этом объявить пока. И он не объявит это до конкретного военного разгрома российской армии в Украине. Вот почему сегодня вот это все и тянется. А военный разгром армии Российской Федерации, он уже близок, по вашему мнению? Факт того, что европейцы выделили 90 миллиардов на 2 года. Факт того, что Владимир Зеленский сказал, что мы не уступим свои территории, мы согласны только на остановку войны по действующей линии фронта, то есть мы готовы сопротивляться. Это все указывает о том, что есть такой некий план, понимание, стратегия у Украины, возможно, с европейцами, и вот близко ли это военное поражение РФ? Я на самом деле и никогда не думал и не считал, что руководство Украины пойдут на такую капитуляцию, которую им предлагает сегодня Россия и с подачи Соединенных Штатов Америки или Трампа. Я думаю, что вот после разговора Марко Рубио, если после его выступления, когда он прокомментировал ситуацию, складывающуюся на переговорах, определенно ясно, что никакого перемирия и мирного соглашения не будет, потому что американцы сами в это не верят. Если они не будут продолжать настаивать на капитуляцию Украины, то никакого мира не будет. А капитуляция, она просто невозможна. На это не пойдет континентальная Европа, для которой поражение Украины является смертельной угрозой для их суверенитета и для независимости. Они понимают, как только будет вознагражден агрессор, как очень четко подчеркнул президент Украины, то они будут готовиться к следующему шагу, к реваншу. Но это уже будет не Украина, это будет уже другие части Европейского Союза. И они это понимают. И поэтому я не думаю, что они пойдут на то, чтобы допустили поражение Украины или капитуляцию. Поэтому с каждым днем возможности приближения военного разгрома Украины, с каждым днем оно приближается. Но я не готов ответить на этот вопрос, когда это может произойти. Неделю, 2 недели, месяц или 2 месяца. Но я уверен в том, что именно таким образом только может закончиться война. И она именно так и закончится. И поэтому я верю, что Украина на сегодняшний день практически пережила вот эту тяжелую зиму, и весна впереди во всех этих смыслах слова, и в прямом, и в переносном смысле. Дай бог. Ахмед Халидович, заявление Дональда Трампа, который накануне переговоров сказал о том, что Украина должна как можно быстрее сесть за стол переговоров. Но однозначно это давление и давление на украинскую сторону. Как это все понимаете вы? Евгения, дорогая, это же не сейчас началось, это началось
ровно год назад. Скоро будет год, да, после известной встречи Дональда Трампа и президента Украины, когда они начали оказывать давление на Украину с тем, чтобы они пошли на переговоры. Все с этого времени Украина приняла и ввязалась вот в эту так навязываемую Соединенными Штатами Америки в игру, дипломатию. Никакого дипломатического прогресса или прорыва в этих вопросах нет и быть не может, потому что слишком разные позиции. Я, может, много говорю об этом, но слишком разные цели и задачи у этих сторон, которые сегодня переговариваются. Украина всецело должна и хочет отстоять свою территориальную целостность, независимость и национальный суверенитет. А Россия хочет уничтожить это государство как независимое, суверенное. И поэтому вот даже намека на то, что эти позиции когда-либо могут приблизиться до военного поражения одной из сторон, это исключено. Я, как уже сказал выше, военное поражение Украины в этом не заинтересовано даже Соединенные Штаты Америки. Не даже, а в целом они не заинтересованы. Хотя мы постоянно наблюдаем за тем, что оказывают словесное давление на Украину. А фактически что происходит? Ни на один день поддержка Соединенных Штатов Америки, если не считать какие-то там недельные или двухдневные, трехдневные позиции, когда была приостановлена, была декларация, что они прекращают военную помощь, прекращают передачу разведданных. А в целом-то с каждым днем поддержка Украины, она же усиливается, при том, что каждый день по отношению к России применяются санкции и наносятся удары по очень болезненным местам. И геополитически, политически и экономически. Это мы же наблюдаем, это санкции, которые объявили Соединенные Штаты Америки против Лукойла и против других компаний, нефтяных компаний, которые обеспечивают эту войну. Охота за теневым флотом, которые начали преследовать. Геополитический разгром и заканчивается влияние. Венесуэла – это был один из очень серьезных союзников России. Они этого лишились. Сегодня они будут вести переговоры с Китаем. Они будут добиваться того, чтобы и Китай, так же как и Индия, прекратила покупать нефть от России. Реально? Это реально? Я считаю, это реально, это действует. И вот показатель, Евгения. Слова Дональда Трампа, который призывает к переговорам ускорить, мы рассматриваем это как давление, и реальные действия Соединенных Штатов Америки, которые оказывают давление на саму Россию. Поэтому я считаю, что говорить можно что угодно, главное, чтобы действия, которые совершает и Трамп, и Соединенные Штаты Америки, не отражались на ущемление, на урезание помощи и поддержки Украины. Я вот это вижу в этих контекстах. И поэтому можно говорить все, что угодно, продолжать делать то, что делается. Сейчас обязательно о теневом флоте еще поговорим более подробно, но я хочу вернуться к фразе. Вы сказали о том, что у Российской Федерации они хотят устроить диверсию в Украине. Связано ли вот это вот заявление, у Путина там говорили о том, что они готовы остановить огонь в Украине на один день, на период выборов, и призывают внешнее управление под эгидой ООН. Вот, то есть имеется в виду, что как цель Владимир Зеленский, однозначно. То есть на что здесь способна Российская Федерация, по вашему мнению? Ведь сейчас уже, не то время, Ахмед Халидович, совершенно. Дело в том, что самая опасная у Украины угроза национальному суверенитету для Украины, это еще впереди. Это когда наступит перемирие, если оно не будет разгромом, перемирие не будет связано с разгромом российской военной махины и капитуляцией России, в которой начнется процесс призывания к ответу всех военных преступников, возмещения материального, морального ущерба для Украины. В другом случае, если будет поддерживаться вот сама идея Путина о том, чтобы во что бы то ни стало отстранить Зеленского, навязывая это через выборы или каким-то образом. Вот как только начнутся политические дебаты
украинском обществе, связанные с избранием власти, то есть выборов, вот это период, когда Россия использует все свои возможности, а у них очень большие. Это капитал и накопление, опыт, который еще 100 лет с периода Советского Союза, который они терроризировали весь мир, новые технологии, они умеют это делать. И мы знаем, по себе знаем, мы через это прошли. И мы, и Чеченская Республика для Украины должно стать таким очень показательным примером, чего нельзя делать и чего нельзя допустить. Вот исключительно точно так же, такими же методами добивались того, чтобы мы провели выборы. То есть убили нашего первого президента Джохара Дудаева, чтобы не начать переговоры с ним. После этого, после его гибели, добились того, что заключили перемирие, добились того, чтобы мы провели выборы, подключив к этому даже ОБСЕ, которая признала нашу национальную, нашу конституцию 92 года, в котором было прописано, что мы являемся независимое суверенное государство. Даже на этот шаг русские пошли с тем, чтобы провести эти выборы и расколоть наше общество. Чеченцев, которые стояли плечом к плечу, отражали российскую агрессию, были разобщены и разделены на несколько, на 2, 3, 4, 5 групп, на 3 группы точно, 100%. И вот эту ситуацию потом уже в последующем Россия использовала для того, чтобы начать уже крупномасштабную вторую военную кампанию против чеченского государства. Вот чего будет добиваться Путин, настаивая на том, чтобы поменять политическое руководство Украины, то есть Зеленского. Он не может терпеть его авторитет, его признание всем миром. Вы наблюдаете, вот где бы ни появился президент Украины, да, это во многом связано, есть и личностное начало, есть сам факт, когда вот сегодня украинский народ наградили этой премии, да, которая была вручена всему украинскому народу, не президенту, а украинскому народу. Это есть связь, но в любом случае на сегодняшний день президент Украины, он является ведущим политическим лидером в международных делах. Его признал весь мир. И поэтому Путину очень необходимо его или физически ликвидировать, или политически нейтрализовать, то есть начав какие-то процессы внутри Украины. Вот это самое опасное для Украины. И, конечно, я не говорю, что не должно быть выборов. Выборы должны быть, они должны провестись, но это должно произойти уже после того, когда будет окончательно достигнут мир для Украины. Не перемирие на период там проведения вот этой диверсии под названием выборы президента, а настоящее перемирие и мир, за которым будет стоять гарантии всего международного сообщества, что это закончилось. Вот в этом случае нужно проводить выборы, избирать кого угодно. Я не навязываю и не настаиваю, что Владимир Зеленский должен быть вечным президентом Украины, как Путин. Ни в коем случае. Но выборы должны пройти тогда, когда это будет безопасно для самой Украины и для украинского общества. А теперь о теневом флоте. Патрушев пригрозил войной НАТО на Балтийском море из-за задержания российских танкеров. И говорит, что Российская Федерация может перейти к военным действиям, если страны Альянса будут блокировать ее танкеры на Балтике. Действительно? То есть получается это как в жизни? За каждым танкером будет плыть какой-то военный корабль, который будет что ли сопровождать? Где они возьмут столько этих кораблей? Или как вообще это все? И что? В случае чего-то будет задержание, они что, будут там стрелять? Или как это все выглядит? Ничего подобного не будет. Это от безысходности такой блеф, да, который они заявили. Ничего подобного не произойдет. Никаких других возможностей, кроме как воевать сегодня Украина, вот они все сосредоточили на войну Украины. Никаких других военных мощностей, чтобы сделать что-то или что-то попытаться сделать, у них этих мощностей нету. И поэтому я думаю, что совершенно спокойно и натовские, и страны, члены Атлантического союза, и другие будут выполнять санкции, которые были применены к теневому флоту России. Я думаю, это будет только усиливаться, но не ослабление никакого в связи с этим заявлением, я не думаю, что будет.
Мгм. Ну, в принципе, вы сказали уже, что ответа никакого не будет. А есть ли чем ответить? Вот так вот спрошу вас еще. У кого чем ответит? А у Российской Федерации вот на Вот я данный и момент. говорю, ответят они, то, что они сегодня делают, нанося удары по энергетической системе Украины и выводя, практически совершая террористические акты против Украины, ничего другого они не будут. Да, все, что они могли с этими дронами, которые появились и в Польше, и в Дании, и в других местах, вот это как раз-таки было сделано с использованием вот этого теневого флота. И когда страны Европейского Союза, и члены Атлантического Союза разобрались, в чем происходит, они только после этого начали охоту за теневым флотом России. И поэтому никаких других возможностей что-либо делать, любое действие, направленное на то, чтобы осадить противника, оно будет иметь эффект. Любое действие, направленное на умиротворение с просьбами, пожеланиями и другими, оно только их активизирует, их агрессивные действия. Вот и все. Это абсолютно четко и понятно. На Мюнхенской встрече президент сказал, Путина поцелуями и рукопожатиями его нельзя осадить. Его можно осадить только силовыми методами, которые могут применяться по отношению к нему и всему государственным институтам этой страны, преступной страны. А насколько, как вы считаете, НАТО, в принципе, готово едино и способна ли реагировать и отражать атаку РФ или вторжение? Потому что Марк Рюте, он сказал о том, что в таком случае, то в случае вообще вторжения, то Российская Федерация проиграет войну с НАТО. Это так? Это так, потому что у этого НАТО есть Украина, есть украинская Мгм. армия. Если бы не было бы сегодня войны в Украине, и если бы не было бы вот украинской армии, конечно, они прощупали, Россия прощупала и понимает, что Североатлантический альянс, он не представлял для них угрозу и проблему, потому что они сожгли все мосты, они переступили все красные линии, я имею в виду Россия. Им сейчас терять нечего. Если бы у них были бы возможности сделать и спровоцировать какую-то ситуацию в стране, членом которой является, стране союзника Атлантического альянса, они бы это сделали. Но таких возможностей, ведя войну в Украине, у них нету. Поэтому мы говорим, я всегда подчеркиваю, что сегодняшняя война к большому моему сожалению, устраивает всех. И Соединенные Штаты Америки, которые решают свои геополитические вопросы, и Европейскому Союзу, который сегодня из-за войны в Украине начинает превращаться в субъект и останавливать свой военный оборонный потенциал, пользуясь вот тем, что Россия занята в Украине. И, к большому сожалению, Китай, конечно, который единственный, наверное, во всех отношениях самые бенефициары этой войны, потому что легкие нефть, все, что Россия для Китая сегодня превратилась вот в сырьевой придаток. И они это очень грамотно используют. Поэтому я думаю, что, к большому сожалению, вот женевские переговоры сегодняшние, они ничего не дадут в плане того, чтобы осадить агрессора, чтобы он вывел войска и закончить войну, признав свое стратегическое поражение в этой войне. А до этого момента вот те действия, которые Россия совершает против Украины, к большому сожалению, они будут продолжаться. И это сегодня, к большому сожалению, я еще раз говорю, устраивает всех. А вопрос и ресурсов, и возможностей РФ вести войну дальше. Потому что сейчас, ну вот, в информационном пространстве такое, знаете, как, ну, спор. Вот экономисты российские, в том числе, да, оппозиционные, рассказывают о том, что, как бы, ну, экономия в стагнации, и вообще, как бы, дела в этом плане у Путина очень плохи. Кроме этого, продолжаются снова такие атаки ВСУ на российские НПЗ. Мы видим борьбу с теневым флотом. Ну, то есть параллельно, кроме этого, акцентируется, что, как бы, все-таки наблюдаются проблемы и с мобилизационным ресурсом, но Путин же еще не пошел на мобилизацию, да, то есть как долго Путин в таком состоянии, как сейчас, способен вести эту войну? Дело в том, что на мобилизацию, хотя он объявил частичной мобилизации, мобилизация идет уже
практически несколько лет уже идет всеобщая мобилизация. И показатель, и подтверждение тому, что России некому работать. Они вынуждены завозить иммигрантов, индусов с Индии, из разных других стран, которые сегодня они хотят использовать как рабочую силу. К большому сожалению, вот таджики, Азия, вот они пострадали в результате этих акций, они сейчас оттуда ушли, и их нечем заменить, потому что не хватает людей, рабочих рук, потому что Путин зачистил и тюрьмы, и все, кого возможно было, он отправил и отправляет на войну в Украине. Конечно, никаких других возможностей и ресурсов у Путина нет, чтобы, вернее, расширить военную операцию. Да, но у него есть потенциал и ресурс на то, чтобы продолжать эту войну вот в том виде, в котором он ведет. И, к большому сожалению, он будет продолжать эту войну именно в том виде, в котором она ведется, потому что он понимает, для него это вопрос не мира и войны, это для него вопрос жизни и смерти. Как только он остановит войну, если Украина не допустит провокации у себя внутри Украины, не начнется массовые какие-то противостояния и внутренние какие-то разборки, то Путин будет смещен именно вот теми силами, которые сегодня его поддерживают в войне. И вот этот его мобилизационный ресурс, которым он пользуется, он его лишится, как только он остановит войну. Остановка войны сегодня даже по линии фронта – это полное поражение, признание поражения Путина. И он это понимает. Если он не сможет сделать что-то, которое даст надежду российским шовинистам, что Украина скоро из-за внутренних каких-то склоков может развалиться, другого варианта успокоить эту толпу у него не будет. И поэтому я не верю, что Путин пойдет на какое-то перемирие или на какое-то соглашение с Украиной. То есть они развернут штыки в случае остановки боевых действий, пойдут на Кремль, что ли? На одну минуту представьте себе миллионная армия, которая сегодня 24 часа занята тем, что они пытаются штурмовать и завоевывать территории. Все направлено на это. Вот в один момент они все останавливаются, да? И куда он этих денег, куда это все повернется, если Путин объявит перемирие или мир? И это на полпути. Если им до сих пор внушается, что до тех пор, пока не будут выполнены отстранены первопричины этого конфликта, что война будет продолжаться. Они же до сих пор продолжают говорить об этом. Они вот этим же стимулируют всех военных, которые находятся на линии фронта, что за ценой мы не постоим, мы должны победить. Естественно, военные, несмотря на то, что у них нету каких-то успехов в этой ситуации, они будут это воспринимать как предательство со стороны политического руководства. И вполне возможно, что и сами военные тоже среагируют на это неадекватно, не так, как Путину хотелось бы. И не говоря уже о массе и быдло населения, которое ждет победы от Путина над Украиной. Ахмед Халидович, мы следим за событиями и анализируем, куда движется эта война, что нужно для того, чтобы остановить эту войну, что нужно сделать для того, чтобы остановить диктатора Путина. Вас благодарю за ваши мудрые советы и спасибо вам большое за то, что вы всегда уделяете внимание нашим зрителям. Это важно и ценно для нас.